Пока загнивающие гейропа и злобные пиндосы в бирюльки играются, готовясь добывать энергию из плазмы и совершать полеты на Марс, духовно-скрепная Россиюшка разрабатывает способы перемещения человеков в пространстве. Нет, не с помощью бойцов ОМОНа или, упаси Боже, на произведениях АвтоВАЗа, а посредством телепортера. В России через 20 лет должна появиться телепортация. Это часть проекта дорожной карты развития нашей страны. Программу подготовили в Агентстве стратегических инициатив по поручению президента. В правительстве вовсю обсуждается программа «Национальная технологическая инициатива». Согласно ей, к 2035 году на просторах священной державы могут появиться дивные плоды импортозамещения. Программу уже облюбовал добрый молодец, вице-премьером именуемый Аркадий Дворкович. Выполняет он веление царя-батюшки. По запросу Солнцеликого до 2025 года в России построят инфраструктуру мобильной связи стандарта 5G. Развернут единую сеть центров защиты от киберугроз гражданского назначения и даже разработают отечественный компилируемый язык для безопасного и эффективного параллельного программирования. Причем последнее не самый главный прорыв в судьбинушке обитателей Великой Необъятной. К 2035 году авторы программы прогнозируют внедрение нейроинтерфейса, квантовых вычислений, телепортации и использование природоподобных явлений для передачи информации. Общий бюджет безопасной сети, подготовленной в рамках программы НТИ, составляет 10,8 миллиарда рублей. И это только на 2016-2018 годы, из которых более 7 миллиардов должны поступить из федерального бюджета. На телепортацию, следует полагать, заготовлено еще несколько десятков миллиардов из тех пресловутых денег, которых нет. Уже через 20 лет Россия будет в реальной жизни использовать технологии телепортации. Но не только их. Есть еще много проектов, которые только выглядят фантастическими, но на них уже выделены миллиарды. Однако трату государственных накоплений считает нецелесообразной соучредитель консорциума «Город-Матрица» с Институтом национальной безопасности в Москве по строительству казачьих станиц нового типа на прорывных информационно-волновых технологиях квантового скачка Ирина Цезарь. Меня зовут Ирина Алексеевна Духарина, Цезарь Духарина, доктор философских наук, соучредитель консорциума «Город-Матрица» с Институтом национальной безопасности в Москве по строительству казачьих станиц нового типа на прорывных информационно-волновых технологиях квантового скачка. Полковник Иркутской международной казачьей походной воинской общины, атаман посольской казачьей станицы Соединенных Штатов Америки. По ее мнению, русские воплощенные боги Саки уже давно оседлали квантовый волновой луч и обладают техникой телепортации. Наши предки были скифы, которые называли себя Саки. И казаки в древности назывались ас-саки, то есть воины асы, саки. От первой буквы русского алфавита ас, воплощенный бог. Эти технологии дают неограниченный доступ к энергии, к ресурсам, к пище через процесс трансмутации с квантового вакуума. Сейчас произошел поворот, и вот эти технологии, это русские прорывные информационно-волновые технологии, они могут остановить этот процесс, реально. И двигать, то есть казаки могут взять эти технологии вот под себя. Здесь вот это наши казачьи технологии, то есть мы только можем реально делать. Это просто поразительно. Я страдала остеохондрозом. В результате лечения, то есть лечения в этом центре, у меня произошла телепортация в масло. А богатство народное нечего по ветру пускать. На смеющиеся Искандеры с тополями еще сгодится. Так что Дворкович со своей национальной технологической инициативой пусть лесом пока идет или личинок говномушек разводит для кормления электората. Особая разновидность мух, мясная, высококалорийная. Они у нас не только дольше живут, но и яйценоскость у них, извините, наиболее высокая. Высушенные личинки – незаменимая белковая пища для птиц и домашних животных, а инноваторы уже думают о перспективах. В дальнейшем, я думаю, это совершенно четко составит рацион питания людей.
Это какой-то позор.